На базе оздоровительного лагеря «Чайка» прошла встреча членов Ассоциации предпринимателей мусульман России, в которой приняли участие около 100 бизнесменов из Татарстана и других регионов Российской Федерации. В течение 2 дней бизнесмены знакомились с промышленностью и сельским хозяйством Нижнекамского района и под радостную весеннюю капель обозначили точки роста, наметили выгодные перспективы. Правило, предприниматель – творческий человек, поэтому они находят какую-то нишу, они договариваются для того, чтобы повысить, улучшить, сделать экологичнее производство до наших заводов и предприятий. Предприниматель – человек, который создает рабочие места, который активно участвует в жизни общества и участвует в жизни города. АПМ РФ помогает не только заработать деньги, но и правильно их пожертвовать. Благотворительность этой организации исчисляется миллионами рублей. Благотворительный аукцион проведем для строительства местной мечети. То есть мы ожидаем приток новых членов, резидентов нашей ассоциации. То есть в России и так уже больше 6 тысяч членов. И закрытый премиальный клуб АПМ РФ, Private Club, уже объединяет больше 223 предпринимателей. Действует благотворительный фонд с верой в будущее, да? Более 2 миллионов рублей на различные благотворительные нужды ежемесячно направляется. Не секрет, что многие банковские продукты не подходят мусульманам, и поэтому, на первый взгляд, у мусульманских предпринимателей трудностей только прибавляется. Вроде кажется, что труднее, что у нас много есть ограничений по хараму, этого нельзя, то нельзя. Но на самом деле это даже легче. Естественно, у нас есть в религии определено, как вести бизнес, как заключать договора, как отношения строить с партнером и так далее, и так далее. И исламский бизнес, если строишь бизнес по исламу, он выгоден всем. Вин-вин-вин. Все стороны выигрывают, а не только как одна сторона. И за этим будущее. Президент АПМ РФ Айдар Шагимарданов познакомил собравшихся с Ассоциацией предпринимателей мусульман России. Сообщил, что в нее входят 6 тысяч предприятий, работа организована по различным направлениям, что есть женское движение АПМ, объединяющее около 2000 женщин по всей стране, что вся эта работа теперь активно будет проводиться и в Нижнекамске. Сегодня, иншаллах, по милости Всевышнего Аллаха, мы откроем представительство нашей ассоциации АПМ РФ в городе Нижнекамск и в Нижнекамском районе. Мы очень надеемся, что это открытие послужит большим благом, толчком к развитию мусульманского бизнеса в этом регионе. Салям алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Слово хотелось предоставить нашему почетному гостю, уважаемому Айдару Раисовичу Медшину, главе Нижнекамского муниципального района, мэру города Нижнекамск. Стратегически у нас замечательные условия для того, чтобы средний класс, малый и средний бизнес развивался более активно и интенсивно, чем мы сейчас занимаемся. Эту работу у нас ведет первый заместитель Радмир Эльдарович Беляев. И 4 года назад мы поставили перед собой цель, и к ней системно и последовательно движемся, создать максимально благоприятные условия для наших бизнесменов. Мы по итогам 2020 года в рейтинге республиканского инвестклимата заняли 1-е место по показателю привлечения инвестиций. Безусловно, это не есть панацея, это не есть максимальная задача. Задача, чтобы мы создали условия для развития малого среднего бизнеса, еще раз, устойчивого среднего класса, без административного ресурса. 27 марта 2021 года в Нижнекамском центре по поддержке и развитию предпринимательства было подписано соглашение о сотрудничестве исполкома Нижнекамска и АПМ РФ. Договор подписали Радмир Беляев, первый заместитель руководителя исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района по инвестициям, развитию малого и среднего предпринимательства и ТОСР, и президент Ассоциации предпринимателей мусульман Российской Федерации Айдар Шагимарданов. Все, считаем офис открытым. Заключение договора о сотрудничестве и открытие офиса АПМ РФ в Нижнекамске – это благо для всех жителей города и района.